Но на самом деле, действительно, если мы посмотрим внимательно, то 3 Евангелия, они описывают как бы с одной стороны, одно немножечко с другой стороны. Это Евангелие от Иоанна. 3 Евангелия от Матфея, от Марка и от Луки, они называются синоптическими. И, конечно, многих людей это смущает. Что за такое слово? Да, как это связано с прогнозом погоды? На самом деле никак. Дело в том, что синоптики – это не только те, которые наблюдают за погодой, это вообще люди, которые вместе что-то наблюдают. Вот мы вместе смотрим в одну сторону и наблюдаем, мы уже как бы синоптики. Вот, то есть, исходя из прямого значения этого слова. И действительно, 3 евангелиста, Матфей, Марк и Лука, они наблюдали как бы с одной точки. Они, в общем-то, пытались прежде всего описать историческую канву. А Иоанн, он писал позже. И он писал свое Евангелие уже последним. И он решил дополнить то, что уже было написано. У него не было цели написать все с самого начала. Но он решил дополнить. И поэтому его Евангелие, оно идет именно как дополнение к тем Евангелиям, но это не значит, что оно второстепенное или что оно какое-то дополнительное в таком как бы плане, как бонус. Нет, это очень важное Евангелие, оно дополняет нам очень важные смыслы. Даже если мы посмотрим на начало Евангелия от Иоанна, то мы там увидим не Рождество Иисуса Христа, не его родословие и не его крещение, как, например, у Марка, а то, что кем он является. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Это пролог Евангелия от Иоанна, это его начало. И здесь мы видим, что Христос для нас – это Бог.